В республике продолжается обсуждение автобусной реформы в столице Коми, которую предложила мэрия Сыктывкара. Глава Коми поручил градоначальнику не принимать радикальных решений, а для начала изучить мнение сыктывкарцев, пассажиров. Еще одно собрание состоялось в администрации города. За круглым столом встретились чиновники мэрии, специалисты профильных министерств, представители перевозчика, общественники и обычные пассажиры. Павел Королев выслушал все стороны. На столах схемы движения новых автобусных маршрутов. Участникам встречи включили микрофоны. Тот самый прямой диалог, который необходим для обсуждения любых изменений, а уж тем более реформы городского транспорта. Первый ее этап прошел еще в конце 23-го. Большую часть маршрутов перевели на регулируемые тарифы. Это дало возможность претендовать на участие в федеральных программах по обновлению автопарка. По словам первого вице-мэра Александра Гонтаря, сегодня столица Коми переходит ко второму этапу масштабного обновления автобусной сети. Во втором этапе у нас предполагается изменения более серьезные, они более масштабные. Это появляется у нас маршрут 8-10, который захватывает Дырнос и улицу Ручейную. Появляется маршрут номер 17М, 18М и 54М. Они по-иному отстроены по схеме движения своему и имеют иные начально-конечные точки движения. В основе реформы городского транспорта – результаты работы Московского университета транспорта. Масштабное обследование пассажиропотока в Сыктывкаре проводили в 2022-м. Данные собирали с помощью видеокамер и специальных датчиков с сентября по декабрь. Считались каждые пассажиры, вход и выход на каждой остановке. И при этом не только из автобуса, но есть даже определенная статистика у института была, наблюдение по остановкам, как они насыщаются, эти остановки. Да? Потому что мало того, что люди вышли, еще, например, сколько ожидало людей, сколько уехало. Общественники и горожане пришли к выводу, что транспортная реформа неизбежна. Город активно разрастается, причем в разных направлениях. Поток пассажиров изменяется, а значит, нужна оперативная реакция. Автобусное сообщение достаточно консервативное, поэтому-то и решила городская мэрия провести реформу в два этапа. Мнения жителей собирают по разным каналам связи. Здесь на собрании сыктывкарцы заступились за маршрут номер 17. По словам горожан, его преемник, маршрут 17М, в целом неплох, но главный его минус – перенесли одну из конечных остановок. Я вот держу в руках маршрутный лист 17М. Я живу на орбите и привыкла к 17-му маршруту, если мне есть необходимость доехать в больничный городок или в кардиоцентр. То, что он шел до кардиоцентра, это было очень удобно. Это удобно и жителям пригородного, и Октябрьского проспекта, и Атлантиды, которая разрослась у нас сейчас. Вот. И то, что вот мне придется пересаживаться с 17-го маршрута на другой маршрут, я думаю, это нас никого не устраивает этот. Жители Эжвы, пожалуй, активнее других подключились к обсуждению реформы. Сразу два самых востребованных маршрута, 18 и 54, планируют сделать магистральными. Изменится не только схема движения, но и продолжительность самого маршрута. Эжвинские активисты уже проехались по новой схеме на собственном авто. После эксперимента вполне обоснованные опасения. Автобусы просто не поспевают за графиком. Маршрут проходит по дорогам, где очень большие светофоры, много светофоров, где очень много пешеходных переходов, то есть, по крайней мере, очень большой поток пробок. Это даже сейчас вот попробовали даже молодежь засечь, сколько получается. То есть у них даже на машинах не получилось по тому маршруту проехаться, это без учета даже остановок. Ну, то есть вот они грубо проехали по тому маршруту, по которому график был заложен. К сожалению, если это вот будет в утреннее, дневное и вечернее время, когда большие пробки, то, к сожалению, этого не получится. В мэрии признали, что соблюдение интервала движения – одна из самых болезненных точек транспортной реформы. В идеале интервал должен быть в пределах 6 минут. И здесь прежде всего выручит обновление автопарка. Количество техники увеличится. На линии выпустят дополнительные вместительные автобусы. По итогам обсуждения в схеме движения автобусов вносятся изменения с учетом удобства горожан. Павел Королев, Артем Соколов, телеканал Юрган.